Среди общественного мнения из числа представителей осетинского народа распространено такое ложное суждение, что слово «махьялон», которое с осетинского языка переводится как «ингуш», якобы образовано от двух слов «мой даник» или «моя дань». На деле же это в корне неверная интерпретация является фальсификацией и дезинформацией, не имеющая как лингвистического, так и исторического подтверждения. Для того, чтобы выяснить подлинную версию этимологии осетинского названия ингушей, обратимся к работам известного ученого-лингвиста, языковеда, доктора филологических наук Васа Абаева, а именно его труд под названием «Историко-этимологический словарь осетинского языка», изданном Академией наук СССР в 1973 году. На странице 94 этой книги Абаев в ходе лингвистического анализа дает заключение касаемо этимологии осетинского названия ингушей-махалон и указывает, что данный экзоним следует относить к зоофорным. В конкретном случае это дословно означает коршунов, хищных птиц из семейства ястребиных, то есть осетины называют так ингушей, тождественно связывая его именно с коршунами. Также тут указывается, что река Армхи, протекающая в Горной Ингушетии, имеет осетинское название Макалдон, которое переводится как река коршунов. Термин «махалон» использовался осетинами для обозначения ингушей-кистов, то есть ингушского общества Фяпи, проживавших в ущелье реки Армхи. На странице 314 этой же книги указывается, что для идентификации осетинского названия ингушей также применяется термин «хулга», имеющий основу от самоназвания ингушского народа Галгай. По-видимому, используя слово «хулга», то есть искажение от этнонима «галгай», осетины так называли ингушей из галгаевского общества Горной Ингушетии, проживавших в ущельях и долинах реки Асса. Обратимся к публикации под названием «Опыт объяснения кавказских географических названий», изданной в 1909 году. Страница 99. Макьял с осетинского языка означает коршун, так осетины называют ингушей. Осетинское название реки Армхи, Макалдон, этимологизируется с осетинского языка как Макал, коршун, и Дон, река, то есть река коршунов или же река ингушей. Как мы выяснили, слово коршун и слово ингуши имеют идентичный перевод на осетинский язык, а именно махал. Это может указывать на тесную связь между этими понятиями в осетинском восприятии. Такая ассоциация, вероятно, возникла из-за наблюдения за теми чертами, которые осетины приписывали ингушам и которые схожи с характером коршуна. Эти черты могли включать воинственность, стремительность и внезапность действий, которые, возможно, связаны со столкновениями или набегами, имевших место быть в истории взаимоотношений этих двух народов. Поэтому, называя ингушей коршунами, осетины, возможно, сопоставляли характер и качество этой хищной птицы с соседним народом.